СНР! Здравствуйте! После летнего перерыва с вами вновь программа из СНР. А значит, впереди новые встречи с самыми одаренными людьми Хакасии. Как всегда, это будут художники и артисты, писатели и ученые, педагоги и врачи. Все, кто своим трудом обогатил нашу республику, прославил ее имя. Мы будем рассказывать и о национальных традициях хакасского народа. 1 октября – Международный день музыки, ну а 5 октября – День учителя. Две эти ипостаси соединяются в учителе музыки. Мария Сергеевна Сартыкова – именно такой человек. Сегодня она – героиня программы из СНР. С открытой ноткой, с открытой струнки. Вот она, соль. Не торопись. Смотри, нотки ты играешь правильно. Кирилл, послушай меня. Под контролем ручка должна быть у тебя. Понимаете, внимательно успейте туда посмотреть и сюда посмотреть. Вот так тогда мы будем очень умными. Все успеем собрать. Давай-ка еще разок. Ну-ка сам. Эти мальчишки только осваивают азы игры на хомусе. Старинный хакасский инструмент поддается с трудом. И тут надо огромное терпение, чтобы спустя какое-то время сквозь нестройные робкие звуки пробилась музыка. Причем терпение надо и ученикам, и учителю. Нажимай третий пальчик, скорее готовится пальчик вперед его. Ну, не прожал. Послушай, чтобы нотка звучала. Вот, куда теперь? Вот, видишь как? Помогай твоим пальчикам. Две нотки там. Поджали. Отпускай. Рис, та, я. Да, вот она картошечка все. Первая четверть – самое трудное время, когда они учатся вот только-только прожимать эти ноточки, ставить правильные ручечки, а дальше уже легче. Я вздыхаю после первой четверти, после первого полугодия. Все, поставили на сани дети, покатились. Уже теперь дальше будет легче. Таких трудных полугодий у Марии Сергеевны Сартыковой, преподавателя Абаканской детской музыкальной школы имени Александра Кинеля, в жизни был не один десяток. Она учит детей музыке уже 40 лет. И каждый раз с каждым учеником ей самой приходится начинать все заново. Только кончиками собственных пальцев, чувствуя, как сложно ребенку приручить ноты, можно ему передать и свое мастерство. Самое ценное качество Марии Сергеевны – то, что она очень любит детей. Она добрый человек, отзывчивый, и это не искренне очень. И это не может не тронуть сердца ребятишек. Они к ней тянутся, они готовы с ней целыми сутками находиться в классе, бегут с удовольствием на занятия. У нее в классе постоянно около 20 учеников, представляете? Всех выслушать, всех напоить, накормить даже. То есть исполнить и где-то материнские какие-то, миссию какую-то материнскую. Все это Мария Сергеевна. Что она в любом ребенке может увидеть, наверное, какой-то его талант и независимо от того, с хорошими способностями, со средними способностями ребенок, она умеет в нем это раскрыть, увидеть и, конечно, помочь ребенку потом в дальнейшем реализовать это. Самой же Марии Сартыковой, урожденной Тадановой, раскрыть талант помог старший брат Александр. Именно он по профессии баянист увидел в сестренке тягу к музыке и после окончания ею 8 класса привез 15-летнюю Машу в Абакан поступать в музыкальное училище, которое когда-то окончил сам. Это учебное заведение девочки из маленькой таштыбской деревни казалось недосягаемым. Оттуда все уходят прямиком на сцену, в артистки, думала она. Поэтому в своих мечтах была скромнее и собиралась в педагогическое училище, но брат настоял – только музыкальное.
6 лет Мария занималась в Абаканском училище по классу домбры. Именно столько, включая подготовительные курсы, учились тогда дети из глубинки, где не было музыкальных школ. И, разумеется, ей приходилось выходить на сцену. Недосягаемые мечты стали реальностью. Все годы учебы мы только жили в ансамбле «Жарки». Даже приехала после консерватории работать и еще ходила играть в ансамбле «Жарки». Так скажем, вся жизнь была у нас прошла с ансамблем «Жарки». Однако первые выступления Маши перед публикой состоялись еще в детстве. Учась в школе в Верхташтыпе, она сумела организовать самодеятельную бригаду артистов из своих же друзей. На лошадях дети ездили по окрестным селам и в маленьких холодных клубах давали концерты. В репертуаре были песни, услышанные по радио, а слух он у Маши по наследству. Вообще вот Рут Таданова, говорит, очень музыкальные, сказали. Так они остались. Я с детства помню, как все эти дяди, отец сам играли на четхане. Вот постоянно у отца был свой четхан, у него надо было, мог сам себе сделать четхан. А потом меня очень удивляло, когда я же училась в училище, что он мог сесть и играть все, что угодно на баяне брата. Подбирал на слух. Ее отец Сергей Васильевич работал животноводом в совхозе. Мама Клавдия Васильевна – техничкой в школе. В большой семье Мария была единственной девочкой. Остальные 6 детей – мальчишки. Старший брат и 5 младших. Родилась Маша в Тадановом лагу. Это глухое горное место. Родина ее деда Василия Таданова. Когда-то там была родовая деревня Сёка, который назывался Горная Ворона. Оттуда и пошла фамилия. Жили Тадановы в селе Большой Бор Таштыбского района. В этой маленькой деревушке, окруженной высокими горами, и выросла Маша. В школу пошла в 1 класс, причем основное население было хакасское, и в школу я пошла, даже не знала русского языка. Я до сих пор думаю, интересно, меня как-то научили же в школе говорить на чистом русском языке. Учителя у нас были русские в деревне. Был Иван Егорьевич Кармацкий и Мария Никитична. Я, в принципе, учителя запомнились на всю жизнь. А еще даже не запомнилось, но вместе с воздухом проникла в кровь красота родных гор и серебристой речки, которая в детстве казалась Маше большой. А недавно, когда она поехала взглянуть на родную деревню, речка оказалась совсем маленькой. Большой Бор опустел, осунулся, растерял своих жителей. Деревня стала частью окружающего ландшафта. Время здесь словно бы остановилось. Но для Марии в Абакане время летело стремительно. Со всем пылом молодой души, жадной до творчества, она училась музыке. Такие педагоги, как Валентина Дмитриевна Парсаева, Павел Михайлович Ким, заменили девушке родителей, которые остались за 200 километров в деревне. Но Маша всегда помнила слова мамы. Учиться надо обязательно, это откроет дорогу в будущее. И вот уже ее собственное детское стремление стать учителем воплотилось в жизнь. Знаете, еще в училище, когда училась, на 4 курсе у нас открыли отделение культуры. И Леопольд Абрамович Спивак, я прихожу очень, и мне говорят наши там студенты, ты висишь там в списках педагогов. Подхожу там в список на библиотекое объявление, вроде там дали мне учеников. Ну, вообще в училище нас готовят к педагогами, и мы проходим практику. Вот вместо практики мне дали студентов, я должна была их учить. Так в 19 лет в Абакане началась ее педагогическая биография, а продолжилась в Новосибирске, где еще 5 лет она училась в консерватории и преподавала в музыкальной школе. Тогда Мария Сергеевна окончательно осознала, хочет именно этого – учить детей музыке. И по сей день Мария Сергеевна, она остается для меня очень близким и очень важным человеком в моей жизни. Но все началось с того, что в 10 лет я попала в музыкальную школу, которую впоследствии закончила, как раз в классе Марии Сергеевны. Это был 1984 год. То, как она
готовила меня, как она, вот, собственно говоря, под ее воздействием формировалась я как личность. Это во многом определило мой дальнейший путь. Под ее руководством я стала лауреатом множества конкурсов и на начальном звене в музыкальной школе, и в музыкальном училище стала лауреатом тоже нескольких конкурсов. В дальнейшем это мне позволило сразу поступить в Красноярскую академию музыки и театра, которую я закончила. Сейчас вот работаю в Институте искусств в качестве педагога. У меня уже у самой множество воспитанников. Воспитанников же Марии Сергеевны не сосчитать. За 4 десятилетия через ее класс прошли сотни учеников. Сегодня они живут и работают не только в Хакасии, но и по всей России и даже в Европе. А сейчас одновременно она учит игре на национальных инструментах порядка 35 человек. Сартыкова преподает в музыкальной школе имени Александра Кинеля, Хакасской республиканской национальной детской школе искусств, музыкальном колледже. Самое главное, вот чем занимается Мария Сергеевна, она поднимает хакасскую культуру. Ведь она является одним из ведущих педагогов Хакасии по классу хомыса. Особенно с детьми. В работе с детьми это очень сложно, научить ребенка маленького играть на таком инструменте. Сложно, но у педагога от Бога получается. Фольклорный ансамбль хакасских народных инструментов «Челтыс», организованный Сартыковой в музыкальной школе, неоднократный победитель городских, республиканских и российских конкурсов. Всегда добивается признания и ее ансамбль «Нанчелар» Республиканской национальной детской школы искусств. На конкурсах Мария Сергеевна очень часто приносит им даже какие-то, например, конфеты, потому что дети перед конкурсами и фестивалями очень волнуются. Она приносит им конфеты и говорит, что это конфеты волшебные. Вот если вы их съедите, вы будете все помнить, вы не будете волноваться. И, конечно, дети просто вот завороженно смотрят на нее и все это принимают вот прям действительно за правду. Сартыковой и самой пришлось осваивать хомыс. Почти 30 лет назад, когда в музыкальном училище только создавалось отделение хакасских народных инструментов. Первые экземпляры струнных оставляли на пальцах занозы, ведь ремесло изготовления читханов и хомысов в советское время утратили. Но кровь подсказала, как должна звучать музыка предков. Однако то был не самый сложный период в судьбе Марии Сартыковой. 6 лет назад она потеряла двоих самых близких людей – маму и брата. Ей было 78 лет, вот она умерла 6 лет тому назад. И следом, когда через 4 месяца умер брат, вот это была трагедия, конечно. Самые горестные, наверное, минуты в жизни, когда умер мой брат, младший на 2 года, молодой, 51 год, когда не уснул, но не проснулся. Я говорю, это Тананов Моисей Сергеевич. Я с ним близка по возрасту. Старший брат был на 5 лет старше, и он тоже, к сожалению, очень рано умер. И тоже неожиданно совершенно. Он говорит, у него лопнула поджелудочная железа. А этот уснул и не проснулся, это просто шоу был. И вот тут я точно спаслась только работой. Я утром уходила, и когда среди детей забываешься. «Дети все разные», – говорит Сартыкова. Один открывается сразу, другой близко не подпускает. И чтобы их понять, надо жить интересами ребенка. Но занятия музыкой абсолютно всех делают особенными. У нее другая душа, совершенно другая душа. Понимаете, говорит, нельзя, говорит, музыка очищает души. Она, вот, у нее такое свойство, что она действительно так воздействует на человека, что человек становится совершенно другим. Другим, более одухотворенным, более тонким, более чувствительным, может быть. Множество есть исполнителей блестящих, которые научить передать свои знания, к сожалению, не могут. Конечно, нужно огромное... Ну, во-первых, нужно любить детей определенно. Нужно, ну, кроме того, что есть профессиональные навыки, терпение должно быть безграничным. В
классе у нее обстановка очень дружелюбная и вот по-матерински, наверное, теплая, потому что Мария Сергеевна, она очень любит детей, и она вот очень заботливо их опекает, и поэтому вот они приходят к ней, наверное, как к маме своей и делятся с Марией Сергеевной всем. В ней сочетаются и душевная доброта, и трудолюбие, когда она не считает время, и то, что она работает, вот как бы не покладая рук, может очень она вынослива, то есть она очень долго может работать. Понимаете, это редкое качество. Кроме этого, у нее еще 2 дачи и семья своя. Дочь Марии Сергеевны Наталья в этом году окончила Институт искусств Хакасского госуниверситета, выучилась на режиссера любительского театра. И хотя в свое время в музыкальной школе освоила фортепиано, по стопам матери не пошла. Она видела, как мама работает. С детства ходила с мамой на все занятия. В музыкальном училище мама репетирует, она вокруг нас бегает с детства. Потому как вот она не захотела вот так вот, наверное, заниматься с утра до ночи. Но для Сартыковой другой жизни не существует. Ее мир – это дети и бесконечные занятия на инструментах. Звучит поэтично – учитель музыки. Однако Мария Сергеевна знает, чего стоит это легкое сочетание слов. Музыкант труд тяжелый. Даже сравнивать трудом шахтера. Насколько приходится усилием продавливать пальцы. Это ж надо. Вот сейчас первоклассницы начинают, они не могут продавить струны. И причем больно, особенно на домре играть больно. Вот такие трудовые, я всегда говорю, мозоли на пальчиках. Для Марии Сартыковой продолжение музыки в любви, а любовь – это ее учителя, имена и лица которых она сберегает на солнечной стороне души, и ученики, разлетевшиеся по всему миру и сохраняющие в сердцах благодарность к наставнику, а также многочисленные родственники, нуждающиеся в ежедневной опеке, но главная ее привязанность – это Хакасия. Я люблю, наверное, Хакасию за свои родные края, за горы, потому что я там как-то так по-другому дышу, по-другому чувствую, что я там как будто совсем другой воздух глотаешь и ощущаешь совсем другой воздух. Любим мы Хакасию, потому что, наверное, здесь мы просто действительно все равно родились, кроме того, что как-то душа здесь. Учитель связывает время, он звено в цепи поколений, а трудные вещи может сделать легкими. И нет для учителя большей радости, чем видеть превзошедшего его ученика. Что касается музыки, то это единственный в мире язык, который все понимают без перевода. Поэтому учитель музыки – отмеченный Всевышним человек. Мария Сартыкова из таких людей, и даже время ее бережет, не торопится оставить грустный след на милом лице, а творчество лишь умножает судьбой дарованные силы. На этом я, Галина Овчаренко, прощаюсь с вами, но через 2 недели вновь скажу из НР. Здравствуйте! Стиль ведущий, студия красоты Эдо.